первая, да, самая поездка в Якутию затянулась на 1,5 месяца. Мне кажется, ты бывал в тех местах, где даже якутяне сами, наверное, не были. Мороз тебя, то есть, не пугает? А когда там 45-50, вообще отлично. Да ты якут уже. Потому что для меня это, конечно, завораживающее зрелище вот этих снежных пустынь. Когда ты говоришь друзьям, что ты ел сырую печень, жеребятину. Я говорю, ребята, это же так классно. А не тяжело жить с оленеводами? Ночью еще ты один посреди как бы леса, вообще ни огонька. И на старый телефон можно отлично снимать. Важно, чтобы у тебя были истории, которые ты хочешь рассказывать. Сейчас будет интервью с известным российским фотографом Максимом Авдеевым. Он не раз бывал у нас в Якутии. Также он работает в жанре репортажа, глянца, рекламы. В общем, очень разносторонне развитый парень. Мы, конечно же, спросили у него о Якутии, о фотографии, творчестве, о самых интересных съемках. Будет интересно. Ну что, бардыбытышки? Макс, привет. Привет. Да, очень рад тебя здесь видеть у нас. Ты очень часто бываешь в Якутии. Расскажи, сколько раз ты был у нас в республике и как вообще это начиналось? Ну, раз 13 точно. Первый раз в 2012 году. Я искал какую-то новую тему для себя, думал, какой проект начать делать, какой-то новый регион и какое-то новое направление. И вот так выбор пал на Якутию. На самом деле, благодаря тому, что мой близкий друг оттуда, Андрей Наговицын, и он много рассказывал всегда про Якутию, про какие-то удивительные истории про регион. Я говорил, ну вот все, надо поехать сначала в Якутск, там можно несколько дней побыть там, у его родителей, и потом уже выбрать направление дальше. И вот первая, да, самая поездка в Якутию затянулась на 1,5 месяца. От Уснеры и Ленска до Тикси и Нерюнгри, мне кажется. Вот такой разброс был по кресту. Мне кажется, ты бывал в тех местах, где даже якутяне сами, наверное, не были. Да, мы часто шутим с ребятами, которые живут в Якутске, что они не были в этих местах никогда. Ты был летом или зимой? Большинство раз зимой. Я стараюсь ездить в основном зимой, потому что и дороги есть, и как-то и комаров нет. Мороз тебя, то есть, не пугает? Но наоборот, с точки зрения фотографии, это отличительная черта Якутии, это то, ради чего стоит приезжать. Зеленую тайгу можно снять плюс-минус в Омске, там, Красноярске, еще где-то летнюю. Она довольно похожа. Вот. А зимой это действительно очень отличительный и пейзаж, и атмосфера, и как города устроены по-другому, поселки, дороги, зимники. То есть это как-то прям действительно отличительная часть Якутии именно зимой. Если вернуться в этот 2012 год, вот твои первые впечатления, когда ты приехал в Якутию, и что, может быть, тебе понравилось, что не понравилось? Да все понравилось, когда в первый раз такой вау-эффект. Было, конечно, очень интересно. И понравилось, насколько открыто, насколько легко было снимать, насколько легко было путешествовать, насколько легко договариваться. Такое еще, знаешь, меня передавали как из рук в руки. Ты начинаешь с кем-то одним общаться, спрашиваешь, слушайте, а я вот хочу это еще найти, кому нужно бы? Говорит, ну вот у нас есть вот эти друзья, напиши им. Я говорю, вот я сейчас полечу там в Тикси, может, у кого-то можно остановиться. Говорит, да, вот у нас там есть знакомый, у него есть знакомый, он там живет, сейчас мы его наберем, может, у него остановишься там, на 5 дней. Я говорю, отлично, супер. Человек, ну да, останавливайся, ой, можешь яиц мне привезти только из Якутска. Я говорю, да, легко, пожалуйста, там, все, живи, вот у меня свободная комната есть, пожалуйста. Я говорю, супер. Ну, как-то я плюс еще очень много ездил с дальнобойщиками автостопом по зимникам, то есть мне это было интересно, насколько никто никогда не приезжает мимо. Ну, как-то вот это вот такая, нет вот этой вот русской подозрительности, как бы чего не вышло, какой-то сомнительный чувак, мы тебя не возьмем. Наоборот, все очень открыто, очень, конечно, это подкупает. Ну, ты экстремал вообще, я погляжу, дальнобойщики. Ну, интересно, весело должно быть. Если вот говорить про съемку зимой, как ты готовился вообще к зимним поездкам в Якутию? Ты что-то делал специально там, я не знаю, покупал себе одежду? Ну да, то есть для первой поездки еще я помню, что было много экипировки, которые я купил в первый раз. Там куртку специально купил под Якутию, там все там термобелья, флисовые штаны, сверху пуховые штаны. Вот. У знакомых якутских я одолжил унты, вот, какие-то старые. Ну, то есть как-то, да, конечно, там батарейки, придумывал, как хранить батарейки в поездке, то есть под одеждой, чтобы они не мерзли. А с техникой что делать? Как снимать в минусовые температуры? Ну, на самом деле,
просто поснимал, убрал под куртку, достал. Ну, если долго не снимаешь, батарейку опять же кинул. То есть у меня была там муфта вместо шарфа. Я помню, что я просто под горло, тут артерия, всегда тепло у человека с груди, когда двигаешься. Просто кладешь батарейку себе сюда, она греется. Потом меняешь их. Ты не замерзал? Да в целом нет. Если двигаешься, то и хорошо одет, нет никакой проблемы. Ну, понятно, что когда 50, там, я помню, вот в прошлом году мы было 50, какой-то 6, 50 в какой-то момент. Вот это действительно уже тяжеловато. То есть даже если ты идешь, все равно лицо, дыхание, конечно, уже 20 минут и это помещение. А когда там 45-50, вообще отлично. Да ты якут уже. Да, ну это всегда про одежду, это про вот, если одет хорошо, двигаешься, то не стоять. Что ты рассказываешь друзьям про Якутию, когда вот они тебя спрашивают, вот ты съездил, и те вещи, которые впервые ты хочешь рассказать? Очень красиво в плане природы и пейзажа необычно, особенно вот это вот. То есть я обожаю еще тундру, то есть вот всю северную арктическую часть Якутии. Потому что для меня это, конечно, завораживающее зрелище вот от снежных пустынь, поселков, снегоходов и караванов как передвижение, там сопки вокруг Тикси. То есть такой прям такая эйфория, то есть настолько глаз и вот это ощущение какое-то непередаваемое замерзшего моря, что вызывает какое-то чувство просто вау, невозможно. И нарушение каких-то стереотипов, что ой, все, минус 30 это холодно, невероятно, здесь ты стоишь 45, что-то делаешь, все хорошо, люди живут. То есть вот этих нарушения стереотипов про коммуникации, не знаю, очень вкусно. Про еду? Давай про еду. Я обожаю, особенно вот арктическую рыбу, это, конечно, ну, непередаваемо. Вот весь морской уже омуль, это, конечно, там, вау. Оленина? Оленина тоже, конечно, особенно там сырая печень, жеребятина, вот, например, это, конечно, must. Когда ты говоришь друзьям, что ты ел сырую печень, жеребятину, как они реагируют? Я говорю, ребята, это же так классно. Ты не можешь остановиться, когда себе построгал сырой печени. Жеребятину, это, конечно, тяжело объяснить, пока не попробуешь. Я всегда стараюсь, когда езжу, привозить потом сюда. Юколу любишь? Нет, ну именно вот там печень, брусочек, ну как бы куском. Вот, оленину, рыбу всегда там построгать. Если говорить про Якутию, это не коммерческая же история, да, получается? Ну, у меня несколько было там, она чередуется, то есть у меня были какие-то вещи коммерческие, потом некоммерческие, то есть там через раз, плюс-минус. А кому это интересно, если это коммерческая съемка? Ну, там в основном это было иностранцам интересно. Там как-то 2 раза я ездил делать именно про якутский кинематограф, там фотоистории. Первый раз вот мы с Леной Ваниной еще в 2012 году ездили, летом как раз. Расскажи про свою последнюю поездку в Якутию. Все-таки она была год назад, да? Да, я ездил в Кюсюр, там есть такой совхоз Булунский, вот, меня возил, собственно, директор совхоза, мы с ним ездили, там прекрасное предприятие, и, то есть, до Тикси, оттуда еще день целый на снегоходах, и потом еще из поселка на участке тоже еще целый день к стадам. И, соответственно, было там пару недель без связи, даже больше, по-моему. Ну, это тоже какая связь в Кюсюре, ну, телевизор, и, в общем, смс-ку можно отправить. И когда мы уже вернулись от Оленей к поселок, получаю там от друга смс-ку, который говорит, слушай, новости увидишь, сфотографируй селфи. Такой, так. И так спустя какое-то время ты открываешь интернет и понимаешь, что да, с ковидом как бы полный крах, Европа закрыта, рубль опять упал, там, еще это был март как раз, слухи, что сейчас еще Москву закроют, везде все такие переживают, я такой, да, съездил в лес, вернулся совершенно в какой-то другой мир, вообще в другие проблемы, интересно. А не тяжело жить с оленеводами? Я так понимаю, ты же жил в стойбище? Ну, да, не жил, это все-таки там неделя-две не жить, это все-таки приехать, но тяжеловато, конечно. А какие самые главные трудности, с которыми ты столкнулся? Теснота.
ну, как бы какое-то полное отсутствие личного пространства и довольно очень тяжелые, конечно, именно жизненные условия. Это как раз не про холод, а вот этот вот быт очень тесный, тяжелый, чуть-чуть грязный, отсюда как бы грубый, и там питание, ну, то есть вот эти вот хозяйственные условия, конечно, довольно тяжелые. Когда вы там 20-ром ночуете в избушке, там 4,5 метра, и нет, там иногда в какой-то момент ты думаешь лечь на пол, а уже на полу нету своего места, куда воткнуться. Вот тут разница. Ты засыпаешь, потому что очень жарко и потеешь, там вылез из спальника, потихоньку ты надеваешь спальник, потом просыпаешься, надеваешь термобелье, потом просыпаешься, еще надеваешь куртку в спальник, а под утро ты просыпаешься, потому что там минусовая температура в помещении. Ну, вот контраст, и вот это все довольно, конечно, утомительно. В общем, согревают мысли в этот момент, что это не навсегда, да. Что ты уедешь. Нет, это правда. У меня нет уверенности, что люди должны так жить. Все-таки так жить никому не надо. Ну и физически, наверное, очень сложный труд, да, вот оленеводов именно. Ну, это постоянно борьба на выживание, и жизнь довольно тяжелая. То есть ты встаешь и целыми днями кажется, что там все это легко. А с этим количеством одежды, там пойти, хочешь воды, накали лед, хочешь там приготовить, надо пойти и сделать. Плюс все-таки так расстояние, постоянные, ну там не то что неприятности, а там куда-то ехать, что-то может сломаться, что кто там, какие-то олени куда-то убежали, с этим что-то случилось. Это постоянно какая-то вот эта вот забота с утра до вечера. Конечно, ну, такая тяжелая работа. Можешь вспомнить какую-то историю из Якутии, интересную или экстремальную, которая запомнилась тебе очень хорошо? Ой, наверное, самая страшная история была... Мне нужно было довольно срочно попасть в Ленск. Я ехал как раз автостопом из Якутска, потому что ближайший самолет был типа через 4 дня, ночь. У меня там водитель там высаживает дальнобойщик на развилка в 3 стороны с Вилюйского тракта, там одна вниз на Ленск, направо чуть-чуть на Мирный, и вот там такое просто поле, ничего нет. Ну, сейчас кто-нибудь поедет, время там час ночи, такая луна, волки воют, то, что с ракет, ветер. Я как бы стою. Это какой месяц? Ну, конец февраля. Конец февраля, начало марта. Сначала, ну, как бы начинаешь ходить вокруг рюкзака, просто, ну, чтобы теплее было. Никто не едет, потом раз уже батарейка в телефон сел, замерз, камера замерзла, все, потихонечку все батарейки у тебя замерзают. Ты такой ходишь, и ты думаешь, нет, в какую бы сторону машина не поехала, надо садиться в любую. И тут едет там мужик в сторону Якутска, останавливается, я говорю, ну вообще я ехал в Ленск, но уже готов уехать с вами куда угодно до дома ближайшего. Он такой, да нет, тебе сейчас повезет. И отсыпает мне несколько мандаринов, что, конечно, ну прям это ценный подарок. Я такой, вау. Я говорю, ну ладно, раз знак такой, но надо подождать. Жду еще, наверное, минут 40, уже просто все, немножко отчаянно холодно. Ночь, еще ты один посреди как бы леса, вообще ни огонька. И уже как-то так неприятно становится на душе. И вижу фары, мчится КамАЗ, и что-то я машу, и он проезжает мимо. Я такой... И он метрах там через 30, он только начинает притормаживать, то есть ты видишь вижу стоп-сигналы, хватаю рюкзак и просто там в валенках просто бежишь, просто рюкзак в зубах, добегаю, он такой, типа, ты что здесь делаешь? Я подумал, мне показалось привидение. Ну ничего, к 6 утра был в Ленске. Вот, ну такая, вот это ощущение долгого такой непредсказуемости, то есть ты не знаешь, чего ждать, не ждать. Это, конечно, наверное, там самое тяжелое. А в твоей жизни вообще много было таких историй? Ну, были разные неприятные. Ну, в смысле, не то, что неприятные, но какие-то такие истории, когда страх же это не про какую-то сиюминутную опасность происходящую. Когда что-то происходит, у тебя сразу адреналин, и ты просто начинаешь что-то делать, и это просто, ну, стресс, ну, какая-то критическая ситуация. А страх — это когда ничего не происходит. Можно ли сравнить, просто у тебя есть опыт, да, есть с чем сравнить, там, ты бывал и во время боевых действий, да, там, ты бывал в экзотических других странах. Ну, условно, там на Донбассе страх был во время войны примерно такого же рода. То есть, когда идут какие-то ну, там, события или обстрелы, это не так страшно, это просто стрессово, но это не страшно. То есть ты просто как бы очень нервничаешь, ну, как бы ты знаешь, у тебя есть какой-то там чек-лист, что нужно сделать, как там себя обезопасить, как максимально не подвергать себя риску. А
самое страшное, это когда ситуация, когда ничего не происходит. То есть ты сидишь там с солдатами в окопе, и как бы тишина, как бы час тишина, два тишина. И ты понимаешь, что вроде все тоже напряжены, вроде бы что-то происходит, а что происходит, ты не можешь понять. Когда ты не можешь понять, откуда ждать угрозу, что может произойти. Сейчас можно расслабиться, не знаю, выйти чайку попить, или как бы нужно, наоборот, спрятаться поглубже. И то есть ты не понимаешь, в какой момент, что вот это вот ощущение, что ты ждешь чего-то, ждешь, это в себе вот так копится, вот это вот, и это вот как раз страх такой прям самый, мне кажется. Давай немножко тогда расскажем. Ты был на Донбассе, да, в 2015 году? Да, ну, столько лет уже прошло. Столько лет прошло. Когда тебе сказали туда поехать, ты быстро согласился? Ну, я сам еще хотел, конечно. То есть это, ну, тема, все-таки моя профессия, это интересно в профессиональном смысле. И это важно, ну, как бы интересно в том плане, что я воспринимаю это как свою задачу профессиональную. То есть это то, если уж я выбрал профессию, то, чем я должен заниматься. Как фотожурналист я должен освещать какие-то события, которые считаю важными. А было какое-то такое у тебя, что ожидание и реальность? Ну, сначала всегда ждешь, что это будет более про съемку, про какой-то экшен, про то, что все будет происходить. В реальности это постоянный всегда поиск того, что снимать, договоренности, телефонные звонки, там опять договоренности, попытка куда-то попасть, не попасть. Это ожидание. Это ты приезжаешь, ты разворачиваешься, ничего не происходит, едешь в другое место. То есть это вот такие метания с водителем в каких-то местах и поиск темы, поиск сюжета, поиск того, что снимать, какие-то договоренности, поиск истории, героев. А что тебя впечатлило больше всего во время работы там? Ну, в плане кадра какого-то, может быть, или визуально? Ну, визуально, мне кажется, вот мой самый важный там кадр — это такая погибшая женщина в возрасте в подвале, которая пряталась у себя в подвале в деревне Логвиново, присыпанной сажей тело без видимых там сильных повреждений, крови. И она сидит в углу на табуретке, вокруг полки с банками, с консервами, вареньем, которые она делала себе на будущее. Сверху от дома не осталось ничего, и вот она как бы не видно кожи, то есть вся кожа как бы она в пеплом, то есть она серая. Ты видишь просто очертания лица, одежды. Не знаю, от чего она умерла, от сердечного приступа, от угарного газа, от испуга, ну то есть просто сердце не выдержало. Непонятно, из-за удара какой стороны она, то есть из-за чьих действий конкретно это произошло. То есть это не важно, там, для меня это символ того, что не важно, обе стороны несут одинаковую ответственность за происходящее. Можно ли говорить, что у фотографов, особенно военных, притупляется какое-то чувство? Когда ты видишь там, разрушения, трупы? Ну, на работе, конечно, это нормальная защитная реакция, что становишься чуть-чуть невосприимчивее, плюс камера является щитом. То есть, когда ты через камеру все это пропускаешь, то это совершенно по-другому. Это не так лично, как если бы это случилось с тобой, а ты все-таки, работая, снимая, ты воспринимаешь это через объектив, и это, ну, такой прям щит. Ну, и, конечно, чуть-чуть становишься циничней. Конечно, в этом плане, когда все говорят, что там черный юмор, не знаю, у врачей, у репортеров и прочее, это, конечно, защитная реакция. Когда ты пытаешься про это как-то по-черному пошутить, это и есть твой механизм, как сознание пытается себя защитить от слишком эмоционального восприятия. Я знаю, что ты проходил даже какие-то курсы для журналистов, репортеров, которые проводят иностранные информационные агентства, как вести себя в той или иной ситуации. Ну, это скорее технические курсы, то есть там большая часть курсов посвящена медицинским вещам, а вторая часть курса именно как в каких ситуациях действовать, там, какие поражающие факторы есть, как с этими поражающими факторами работать, как себя обезопасить, какие-то там, алгоритмы, процедуры разговора, если ты попал в разные неприятные, там, суровые ситуации. Ну, то есть это так, больше такая техническая история. Это помогает? Ну, мы никогда не знаем, помогает до тех пор, пока либо помогло, либо нет. Но в целом это полезные знания. То есть, например, то, чему в России, в принципе, мне кажется, должны учить
вместо довольно бессмысленных уроков ОБЖ в школе, как ложиться с ногами к ядерному взрыву, и всей этой фигне, и все эти вот бессмысленнейшие знания, которые сейчас есть на курсах ОБЖ, труда там часто. Вместо них, конечно, должны быть уроки первой помощи в школах. И мы видим, что в странах, где есть серьезная подготовка со школы по первой помощи, количество людей, которые гибнут в быту, просто значительно снижается. От аварий, то есть люди, которые гибнут в авариях, от количества людей, которые просто там на улице, что делать, вот рядом упал человек, что нужно делать, то есть какой порядок действий. Это же, и учить этому школьников очень просто, это же такой же алгоритм, как решение уравнения. У тебя есть порядок, там, проверь это, сделай то-то, там, поверни так, здесь надави, здесь, ну, то есть это очень простой алгоритм, как пользоваться там дефибриллятором, как делать искусственный массаж сердца. Это довольно простые вещи, которые обязательно нужно учить в школе. И, конечно, там, от этих курсов это полезное знание и в какой-то обычной мирной жизни. Ну, то есть ты можешь спасти какого-то человека, например, в какой-нибудь экстремальной ситуации? Я не гарантирую, что его получится спасти. Но, по крайней мере, я точно буду пытаться, у меня не будет ступора и паники, и незнания, что делать. Да. А можешь вспомнить самую страшную какую-то локацию, где ты работал, которая тебя повергла в шок? Откуда хотелось уехать сразу? Ну, не знаю, места, откуда хотелось уехать, когда мы снимали в Дубае. Почему? Вот это, мне все это просто очень не нравится. Это очень искусственно. Это как раз противоположные какие ценности от того, что мне интересно. Ну, ты же занимаешься и какими-то фэшн-съемками, я так понимаю? Ну, коммерческая, скорее всего, рекламная, да. Снимали Сбербанк, до этого Google, Nike, Pizza, ну, такие другие банковские сервисы. Я тут прочитал, что в 2017 году ты сказал, что, значит, верх твоей карьеры – это реклама прокладок. Ну, в этом смысле я пошутил про коммерческую фотографию. Чем массовый, конечно, продукт, тем, на самом деле, сложнее, ответственнее съемка. То есть сам кадр может быть максимально простой, но ты понимаешь, сколько за этим кадром какой-то работы и ответственности. Ну, понятное дело, что ты все шутил, но после этого еще были какие-то очень сложные коммерческие съемки у тебя? Ну, они не то, что как раз съемка-то не должна, то есть при хорошо подготовленной съемке она не сама по себе не очень съемная, это просто трудозатратно, ответственно, но при должной подготовке это не должно быть каким-то решением невероятно сложных задач на площадке. Все задачи должны быть уже продуманы до момента съемки зачастую. А когда, может быть, сам заказчик не понимает, чего хочет, бывает такое? Часто такое бывает, да. Когда ты даже приезжаешь на съемку, а еще, в общем, не очень понятно, что нужно снимать. То есть не хочется говорить про какие-то случаи заказчиков, но это довольно частая история, да. Но уже там, когда вы уже на площадке решаете, что конкретно вы будете снимать, такое часто бывает. То есть это просто удлиняет процесс, по большому счету, да? Ну, да, конечно, это там дополнительный стресс и нервозность для всех, но решаемо. Все-таки есть разница в том, снимать модель, например, или снимать обычных людей? В хорошем смысле модель — это не просто красивый человек, это очень разное. То есть часто там кто-то говорит, вот красивый мальчик или девочка, вот он может быть моделью. Нет. Модель все-таки профессиональный человек, который очень хорошо понимает, как он выглядит, как он двигается, как работает камера. Там хорошие модели все прекрасно знают про свет и часто могут поставить свет не хуже хорошего фотографа. Они хорошо понимают, как кадр устроен, там, про работу со своим телом. Это довольно тоже сложно, и это очень хорошо чувствуется с профессионалом или не с профессионалом. Но это не вопрос про интересно или неинтересно, это же про задачу. То есть задача бывает интересная и неинтересная. Для каких-то задач тебе нужно одно, для каких-то другое. Там для какой-то рекламы классно снимать простых людей. Вот сейчас у нас был прекрасный проект для Сбербанка, где мы снимали там киргизскую, таджикскую, узбекские семьи, живые, там, в их родных местах, в родных домах. Они никакие не модели, но для задачи это как раз важно, чтобы они были настоящие, не позировали как-то специально, а были вот самим собой. Потому что, конечно, в кадре это чувствуется, там, какая-то честность, и глаз человека не обманешь. Как бы мы не хотели, там можно с фотографией что-то сделать, что-то не сделать,
Но потом вот поэтому какие-то фотографии становятся классными и большими, а какие-то нет. Потому что в каких-то ты чувствуешь какую-то вот искренность и любовь, которая происходит там от героя съемки у фотографа или там, а на каких ты не чувствуешь. И когда нет вот этой какой-то энергии и эмоции, то и потом на картинке не чувствуется. Потому что зритель это все чувствует, ну, ты чувствуешь это, когда смотришь. Вот если возвращаться к репортажной съемке, ты же тоже снимаешь людей, да? Бывает ли такое, что люди потом говорят, ты вот меня снял, я не хочу, чтобы потом это... Постоянно. Чем дальше, тем хуже. То есть проникновение социальных сетей, телефонов, конечно, это ухудшает и ухудшает, потому что теперь все боятся, ой, раньше можно было там провести довод, когда кто-то там, ты снимаешь где-то далеко, ты говоришь, ребята, я снимаю там для французского журнала, ни вы, ни ваши знакомые, ни ваши родственники никогда не увидите, не переживайте, никогда не увидите этой фотографии, просто не бойтесь, ничего, вам никогда ничего не будет. Вы там хорошо получились, не бойтесь, что там плохо выглядит. Ой, у вас там, не знаю, помятая, не знаю, там форма или там что-то не так, если там на производствах снимаешь. Никто вам это не скажет. Сейчас с развитием там цифровых медиа, с тем, что все в интернете, всем все могут видеть, все стали переживать, конечно, чудовищно. Это сильно... Все пытаются выглядеть идеально и не настоящими. И это такая вот паранойя, что все пытаются быть не теми, кем они есть, выглядеть не так, как это в жизни. Какой-то показательный такой мир на камеру, это, конечно, ужасно неинтересно. Ну, ты удаляешь потом эти фотографии или просто не публикуешь? Ну, это зависит в целом, если есть какая-то договоренность с героем, что, ну, как бы, что ты героем заранее договорился, то, конечно, если что-то он не хочет, то удаляю, потому что это часть наших договоренностей. Если это какая-то репортажная история, это происходит просто вокруг и само по себе, то не всегда. Ну, то есть я не вижу причин это удалять, если я в публичной зоне, публичный наблюдатель какого-то процесса, который происходит никак со мной не связано, то как раз моя задача как там репортера, в том числе, зафиксировать какие-то моменты. Нравятся они людям про себя или не нравятся. Опять же, они, может, им сейчас не нравятся про себя, а через 5 лет будут нравиться. Вот если говорить про профессию фоторепортера, ей учатся где-то? Или в основном это люди, которые просто случайно пришли к фотографии? Я не могу сказать 50 на 50 или 60 на 40, но большая часть людей пришла в профессию из других специальностей как бы по любви. И очень много там больших значимых там имен, они именно по своему какому-то убеждению, стремлению пришли в профессию, добились успеха, прежде там попробовав себя в других профессиях, которые, конечно, помогают в фотожурналистике. Но есть также много классных, успешных ребят, кто учился целенаправленно там или на журналистике, или на фотожурналистике. Понятно, в России не такая большая школа и, может быть, не самая хорошая, но в мире, конечно, очень много классных фотографов, которые получили бакалавриат по документальной фотографии или, наоборот, получили сначала одно там, бакалаврское образование, магистра уже по документальной фотографии. И, конечно, они умеют заранее очень много. То есть им не нужно уже какие-то придумывать велосипед, как нужно придумывать велосипед там, многим из нас самоучкам. Они только совершенствуют свое мастерство. Да. Ну, они уже знают какие-то ходы, как... То есть это же все-таки еще про сторителлинг, про рассказывание историй. И они уже знают механизмы, как рассказывать истории, они уже знают, как искать героев, темы. То есть то, чему мы потратили там много лет практики, чтобы, как мы говорим, как самоучки, чтобы научиться этому самим. Сейчас, мне кажется, еще и проще доносить свое творчество, ну, то есть свои фотографии до массового зрителя с развитием соцмедиа в любом случае. Ну, и конкурсы, наверное, помогают. Технически доносить, да, потому что дистрибьюция, конечно, очень простая, но в то же время дистрибьюция стала сложнее, потому что раньше журналы это все-таки был индустриальный рыночный формат, журналы покупали картинки. Теперь у журналов экономика вообще медиа разрушилась, денег в тех староформатных медиа практически не стало, а вся там фотография была заточена как на медиа. Не то, что там фотографы облажались, это в основном, да, проиграна была война от газет и журналов в сторону Фейсбука и Инстаграма,
медийные, соответственно, журналы и газеты стали получать гораздо меньше бюджетов, и, соответственно, меньше бюджетов тратить и на фотографию. А просто техническая дистрибьюция в социальных сетях, она есть, но ее тяжело монетизировать. Да, есть много грантов сейчас, да, есть заказы от некоммерческих организаций, там, от разных НКО, от международных организаций, но это, конечно, не сравнится с тем, что было раньше. Слушай, ну и конкуренции, наверное, сейчас больше. Больше людей больше, конечно. Да, получили доступ к хорошей аппаратуре, наверное. Но это же не дело аппаратуры, можно и на телефон отлично снимать, и на старый телефон можно отлично снимать. То есть это же вопрос про... Это сейчас вопрос скорее про то, что ты хочешь рассказать. То есть если говорить про фотожурналистику, то картинка — это только инструмент языка. Просто здесь мы пишем ручкой, а тут мы пишем там, пикселями фотографию. И делать это можно очень по-разному. Можно делать это там, с хорошим качеством, с плохим качеством. Это можно сделать вертикально, горизонтально, там, в цветном режиме, черно-белом режиме. Можно рассказывать истории постановочными, портретными историями. Можно какими-то более там, репортажными. Можно очень в каком-то там разном формате. Вопрос, главное, чтобы была история. То есть и даже какими-то постановочными, там, не знаю, со светом, портретными историями можно рассказать хорошую документальную проблему. Важно просто, во-первых, нужно иметь что сказать. Это самое сложное. Вот я к чему тебя хотел вывести про наших якутских ребят. Сейчас тоже много в Якутии людей, которые занимаются фотографией. И вот недавно парень Алексей Васильев, он даже выиграл престижное... Да, Алеша Васильев супер классный парень, и он тоже снимает уже лет, наверное, 10, много. Он супер молодец. И здорово, я надеюсь, то есть он многие годы, это не была его основная деятельность, и я рад, что все дальше и дальше это становится его основной профессией, потому что очевидно, что у него суперски получается, очевидно, что он большой молодец и начинает уделять все больше и больше, у него есть возможность уделять этому внимание, и это главное хорошо расходовать, то есть есть отдача еще, это очень важно. Как, по-твоему, можно ли стать действительно востребованным большим фотографом, оставаясь в Якутске? Или все-таки да, нужно конечно, где угодно. уезжать? Важно, чтобы у тебя были истории, которые ты хочешь рассказывать. То есть можно жить где угодно, твой профессионализм сейчас тебя всегда там вытянет. Или там вот прекрасный фотограф, тоже российский, Макс Бабенко, он живет там на Северном Кавказе в небольшом городе, но путешествует там по всей России там, и миру, снимает там для Times. Потом возвращается к себе домой, потому что он там живет, ему хорошо. Также здесь не важно, где ты живешь, важно, что ты делаешь, и есть ли у тебя истории, которые ты делаешь. Вот Леша делает прекрасные истории, картинки, живя в Якутске. Не надо всем ехать куда? В Москву, не знаю, Лондон, Нью-Йорк, чтобы что. Здесь и так куча народу. Да, понятно, что много тут тоже историй, но у вас везде, там, да, это не там, у вас имеется во всех регионах огромное количество нерассказанных историй. Они как раз интересные. Вы должны их рассказывать и показывать. Ну и в конце хотел спросить, когда ты планируешь еще к нам приехать в Якутию? И планируешь ли? Не знаю, я все-таки теперь хочется дождаться какого-то повода. Зиму. Ну и какой-то еще истории, да, то есть или заказа, или какой-то там необычной идеи. Просто придумать, да. Ну ты еще для себя пока не понял, да, что ты именно хочешь делать? Мне хочется, конечно, опять вот в арктические какие-то места. Есть места, где я там не был. Там восточная, северо-восточная совсем угол. Вот. Ну, посмотрим. Спасибо, Макс, тебе. Спасибо.